Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Абхазия принимает участие в 31-й международной туристической выставке МИД-2025. 28 февраля спецбортом МЧС России из Абхазии в Россию были эвакуированы 6 пациентов, среди которых было 2 детей. Абхазия принимает участие в 31-й международной туристической выставке МИД-2025, которая проходит в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве с 18 по 20 марта. Посетителям абхазского стенда представлен весь спектр возможностей для развития агро- и гастротуризма в Абхазии, а также они могут ознакомиться с алкогольной, пищевой и печатной продукцией нашей страны. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Толпа гостей, громкие песни, народные танцы, изобилие угощений – все в лучших абхазских традициях. Стенд Республики Абхазия сегодня украсил ежегодную международную выставку МИД в Москве. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства МИД проходит в Москве уже более 30 лет. Это профессиональная площадка для решения бизнес-задач в туристической сфере. Каждый год на МИД собираются крупнейшие компании туристического бизнеса из регионов России и различных стран мира. В 2025-м свои стенды представили почти 1000 участников из 30 государств, в числе которых и Абхазия. Каждый год мы пытаемся удивить посетителей выставки. Иногда наш стенд олицетворяет архитектуру нашей республики, иногда воду, иногда особые элементы, которые отражают или передают особый колорит нашей республики. Сегодня, как вы видите, у нас представлен достаточно яркий, вкусный, сочный стенд. Это знаменитые абхазские мандарины. Яркий оранжевый символ Абхазии никого из гостей не оставил равнодушным. Натуральные элементы, деревянные ящики с фруктами, веточки, листья. Посетители стенда могут не только познакомиться с туристическими направлениями, выбрать отдых по душе, но и дегустировать дары абхазской природы. Несколько лет подряд Абхазия участвует. Сейчас, вы видите, на общем стенде Абхазии работает 10 компаний. И особо хочется ответить, это наш абхазский эко-чай, который привлекает большое количество внимания, потому что экотуризм, аграрный туризм, я думаю, за ним будущее. Абхазский эко-чай участвует в выставке МИД уже второй год. Выращенный в селе Кутол Учимчирского района, напиток уже обрел своих поклонников в Москве. По словам директора производства Адгура Гергия, главная цель приезда в столицу России – это, конечно, привлечение новых туристов на родину, в том числе на плантации, где непосредственно выращивается эко-чай. Очень важно, чтобы знало побольше людей. Это будут частные, но туристы в первую очередь, да, чем больше народу, тем лучше. Мы сегодняшний день выставляемся в Москве, тут люди пробуют чай, пьют, им нравится, но очень важно, когда они на месте, на производстве. Для туристических компаний выставка – отличная возможность перед началом сезона привлечь новых клиентов. Кроме того, участие в МИД помогает найти новых бизнес-партнеров из дружественных стран. После подобных мероприятий они, конечно же, оказывают позитивное влияние на имидж Абхазии в целом. Мы будем надеяться на то, что и этот великолепный стенд, и наше гостеприимство будет привлекать еще большее количество гостей в Абхазию. Еще один культурный пласт, без которого невозможно представить республику в полной мере – народный танец. Одним из самых запоминающихся украшений выставки стали выступления ансамбля «Амцепс». Коллектив несколько раз порадовал гостей зажигательными номерами и собрал вокруг стенда представителей разных стран и городов. На самом деле участие в подобных мероприятиях нашего Министерства туризма, да, оно на самом деле очень важно. Это способствует тому, чтобы Абхазию узнавало все больше и больше людей. Здесь не только россияне, здесь много иностранцев.
Мы открыты для всех, соответственно, очень важно принимать участие в подобных выставках. В прошлом году Абхазию посетили около 2 миллионов туристов из России. За 3 дня участия в выставке туристические компании планируют увеличить эти показатели. Сезон отдыха не за горами, поэтому самое время привлекать новых гостей уже сейчас. Гугут Савардания, Оксана Тапагуа, Абхазское телевидение. До 3 миллионов российских туристов могут посетить Абхазию этим летом, что на 18% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии. Рост турпотока ожидается в том числе благодаря расширению железнодорожных перевозок из Москвы и Санкт-Петербурга в Сухум, из Туапсе и Сочи, а также за счет возобновления авиасообщения с Абхазией. 3 аппарата для добычи криптовалют обнаружены и изъято на таможенном посту ПСО 16 марта. Оборудование было обнаружено в ручной кладе гражданина Абхазии Смаилова, сообщает пресс-служба ГТК. Возбуждено дело об административном правонарушении. Жительница Московской области Смирнова Мария Александровна, 1990 года рождения, временно проживающая в городе Сухум, обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Расследование уголовного дела проводит Следственный отдел УВД по городу Сухум. На время предварительного следствия гражданка Смирнова санкционирована к содержанию под стражей. В Академии наук Абхазии подвели итоги деятельности за прошлый год. Ученые Абхазии приняли участие в 200 республиканских и международных научных форумах. В Абиге имени Дмитрия Гулия защитили 2 докторские и 3 кандидатские диссертации. В СФТИ – 1 докторскую. Главная задача, по мнению академиков, заключается в привлечении молодых специалистов к участию в научной деятельности. Особое внимание уделяется работам, выполненным на абхазском языке. Члены Академии наук Абхазии в изданиях внутри страны и за ее пределами опубликовали более 100 статей. 28 февраля спецбортом МЧС России из Абхазии в Российскую Федерацию были эвакуированы 6 пациентов, среди которых было 2 детей. Часть из них уже вернулась в республику после лечения. О состоянии других пациентов и о важности сотрудничества между Минздравами 2 стран в интервью в нашей программе рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуард Будба. Репортаж Азины Ханагуа. Ежедневно в Минздрав Абхазии поступает информация о состоянии здоровья эвакуированных пациентов, получающих высокотехнологичную помощь в клиниках России. Из 6 пациентов 2 – это дети. Девочка 7 лет была направлена в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца. Еще одна девочка 14 лет, страдающая редким заболеванием, госпитализирована в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба подчеркнул, что маленьким пациенткам была оказана необходимая помощь. Пациент, который был направлен в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца со сложным диагнозом анафтальм и амблиопия высокой степени, органическое поражение зрительного анализатора на уровне проводящей системы, также был проконсультирован, все необходимое медицинское лечение он получил, вернулся на родину, все с ним, слава богу, хорошо. И второй пациент, который с муковисцидозом, значит, ребеночек также получил комплексное лечение, находится под профильным наблюдением как российских коллег, в данном случае и абхазских коллег. В Москву на лечение спецбортом направлены и 4 взрослых. 2 из них получают лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко. Это пациенты с сосудистым новообразованием головного мозга и заболеванием позвоночника. 1 взрослый пациент, пострадавший в ДТП с множественными травмами, госпитализирован в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Еще 1 пациент пройдет лечение тяжелого заболевания кожи и подкожной клетчатки в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Пациент, значит, с тяжелой сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, с переломом височной кости обеих сторон, тупая травма грудной клетки со скелетной травмой, находится в Москве на стационарном лечении в НИИ имени Пирогова, получает весь спектр необходимой медицинской помощи. Но учитывая то, что была автотравма, больной, насколько я помню, он пешеход, его сбил автомобиль, у него, еще раз повторяюсь, тяжелая сочетанная травма, большой объем поражения именно скелетной травмы, черепно-мозговая травма. Поэтому бортом МЧС он доставлен в профильное медицинское учреждение Российской Федерации, находится на данный момент
на лечение, весь комплекс мероприятий получает. И 4-й пациент – это пациент, который находится в НИИ Вишневского с пролежневой болезнью, с большими нарушениями, значит, кожных покровов. Неоднократно он консультирован в разных клиниках, в том числе и за пределами Республики Абхазия. Весь комплекс мероприятий был проведен, но, к сожалению, без такого эффекта, который вот мог бы ему помочь. У него ряд еще сопутствующих заболеваний. Поэтому этот пациент сейчас находится в НИИ Вишневского. Этот процесс длительного лечения. Следует отметить, что помощь врачей и специалистов в таких центрах играет огромную роль в жизни пациентов, предоставляя им необходимое лечение и поддержку. Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и диагноза, имел доступ к качественной медицинской помощи. Напряженная, однако плодотворная совместная работа дала свои плоды. Среди эвакуированных пациентов часть уже вернулась на родину, планируют выйти на работу. 2 пациента были госпитализированы в НИМИЦ, научно-медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко, со сложными диагнозами. Вот, с такими диагнозами, как гигантская аневризма кавернозного сегмента левой внутренней сонной артерии. Эта пациентка была консультирована в разных клиниках, но только могли соперировать ее в НИИ Бурденко. Она уже выписана, находится в республике. Вчера утром поездом, насколько мне доложили, она вернулась из московской клиники. Состояние ее отличное, никаких болей нет, чувствует себя великолепно. И вторая пациентка с полифактозным стенозом позвоночного канала. Значит, также была проведена высокотехнологическая медицинская операция в НИИ Бурденко. Пациентка также уже выписана, находится на территории Республики Абхазия, чувствует себя очень хорошо. Это первый подобный опыт в истории Минздрава Абхазии. На борту самолета были специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Российского Минздрава и Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Они помогли абхазским пациентам, которые нуждаются в лечении за пределами Родины, добраться до лучших медучреждений российской столицы и получить квалифицированную медицинскую помощь. Стало это возможным благодаря договоренностям абхазского и российского Минздравов. Еще раз хотел поблагодарить Минздрав Российской Федерации за такую оперативность. Все было сделано в кратчайшие сроки и на высочайшем уровне. Еще раз хочу отметить, что все эти пациенты были на личном контроле Михаила Альбертовича Мурашко, это министр здравоохранения Российской Федерации. И дальше, вы знаете, сегодня у нас продолжается диспансеризация детского населения и дошколят, и школьного возраста детишек. И все вот эти следующие этапы выявления, когда надо будет отправить пациентов на профильные, до обследования или на те или иные виды оперативного вмешательства. Эти вопросы находятся на контроле у министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, и мы в этом направлении плотно взаимодействуем. Следует отметить, что в полете пациентов сопровождал специалист психологической помощи. Самолет оснащен необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, в том числе и тяжелобольных. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете. Все мероприятия были проведены именно в рамках того алгоритма, который был задан здесь. Михаил Альбертович после консультации сложных пациентов в республиканской больнице дал поручение, чтобы борт прилетел. И вот потом мы еще и детишек туда, которых после диспансеризации сложных пациентов, и те пациенты, которые стояли на очереди и ждали, когда федеральные центры подтвердят, чтобы они приехали на вот эти сложные виды оперативных вмешательств, эти вопросы были оперативно закрыты. Полет прошел без осложнений. В столичном аэропорту их встретили кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России. Эдуард Бут отметил, что взаимодействие между Минздравами Абхазии и России будет только наращиваться. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, местами ночью дождь со снегом. В горах снег, температура воздуха ночью 1,6, днем 2,7 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.